театра. Театр мы его назвали условно «Душа». Театр уже работает. В чем вообще проблема самая первая была? То, что он работал уже 10 лет. 10 лет работал, но почему-то не было прибыли. Были сценарии, вроде бы были и специалисты, вроде бы было и помещение, да? Но как только мы начали все эти варианты просматривать детально, оказалось, что пам-пам-пам-пам, везде минусы. Во-первых, помещение на договорной основе раз в неделю, и было такое условие, есть, что вы репетируете и участвуете, но не зарабатываете денег. Как только вы начнете зарабатывать, мы не сдаем вам в аренду данное помещение, да? То есть опять сразу большой минус, нужно искать помещение. Оборудование. Оборудование тоже, сами понимаете, театр, свет, музыка и так далее. Этого ничего нету, это все нужно. Специалисты. Все программы, которые писались в течение 10 лет, 6 раз в год новая была программа, они все писались инициативной группой, альтруистами. Сами понимаете, нужен режиссер, который все это поставит, который знает, что нужно зрителю, чтобы он пришел и пришел еще раз. Дальше у нас была реклама. Реклама не действовала, ну, я так понимаю, что... Хотя, если честно быть, если быть честным, зал был заполнен всегда. Это были родственники, это были люди, которым было интересно посмотреть темы данных спектаклей. Это такие были достаточно души. Это суицидники, это люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, родственники актеров, и еще люди, которые просто приходят поддержать актеров. То есть темы, которые нас эмоционально затрагивают. Человек, которого коснулась эта проблема, он уже заинтересован, он хочет либо показать это, либо поучаствовать, либо посмотреть, сами знаете, освободиться от этого эмоционального груза, да, либо поддержать актеров. Дальше. Инвестиции. Была пробная попытка грант получить, но тоже она не увенчалась успехом. То есть здесь нужно тоже понять, если мы подаем заявку, почему именно нам должны дать. Так, и еще у нас отсутствовали партнеры. Отсутствуют партнеры. Как мы все эти задачи попробовали решить? Все эти ресурсы и слабости, и через возможности превратить в наши сильные стороны. Во-первых, помещение пока мы еще не решили, да, с кем сотрудничать. Однако есть у нас дворец пионеров, есть у нас колледж культуры, есть тот же самый КВПИ и СГУ. То есть с ними как-то договориться тоже можно, в принципе. Дальше. Любое помещение. Главное правильно подойти к этому. Субсидии и инвестиции, да, мы решили, что есть достаточно много у нас. Это гранты РК, это Минкультуры, и если мы в течение какого-то времени будем получать хорошие вот эти гранты, можно и перейти на федеральный уровень, если у нас эта система заработает. Дальше. Специалисты. Специалистами оказывается огромное у нас число студентов в колледже культуры. Это режиссеры, это актеры, это дизайнеры, это люди, которые на этом собираются зарабатывать. Мы им предоставляем практику, предоставляем возможность реализовать себя. Может, на какой-то конкурсной основе, ребята, вот у вас 4 человека режиссера пришло, выпускники, да, а мне нужен один сценарий. Возьму самый лучший. Они будут работать. Я считаю так. Дальше. Реклама мы уже тоже... Только что рекламу мы решили вопрос, да, дали интервью, то есть уже какие-то зачатки есть. То есть, что есть театр, ребята, приходите, мы готовы работать, мы готовы зарабатывать деньги для себя и для вас. Дальше это тоже может быть различные листовки. Если у нас, в принципе, вот хорошие постановки, почему бы нет, люди будут узнавать о нас. И партнеры еще у нас, по-моему, кто-то костюмы, да, может предоставлять. То есть костюмы либо можно через оборудование, мы покупаем машинку и сами шьем своими собственными ручками вот эти костюмы, либо мы их берем и арендуем. Я бы взяла технику практикантов, которые учатся шить.
Давайте сотрудничать. Записывайте практиканты от техникум. Нет, это один из вариантов. А им предоставить материал, чтобы они пошили. Они дипломные, могут диплом на этом делать. Опять-таки, если мы это поставим на колею, на колеса, да, эти ребята еще деньги будут получать. Это надо Мы только с технологически радостью дадим. технику. Если они же, я так понимаю, это все на бесплатной основе. Им надо практику, им надо диплом писать, им надо вот на этом фоне. Я бы пошел в этот театр. И что еще? Единственное, вот минусы, да, у нас конкуренция есть. Ну, конкуренция, что вы можете сказать по поводу? Колледж технологический, театр моды. Театр моды это другое. Студенты Я как понимаю, у вас вход бесплатный. И как вы будете конкурировать с другими, если у вас вход бесплатный? Единственное, я честно про ваш театр вообще не Это слышала. сейчас, Да, у да, нас да, я новый век, понимаю, да. мы сейчас реорганизуем. Угроза помещения, да, то, что у нас могут забрать, и то, что уйдут специалисты. В принципе, если мы будем хорошо работать, есть опыт, есть понимание, как это нужно делать, то есть специалистов можно себя сохранить. Те же самые выпускники могут остаться у нас, если мы сможем зарабатывать деньги и предоставлять им хорошую заработную плату. И помещение, ну да, вот это единственный такой вопрос, то что свое помещение, свое оборудование всегда приятно, а у нас это огромные затраты. Для того, чтобы реализовать помещение, например, тоже детские... Мы хотим, чтобы люди на сцене себя реализовывали. Люди приходящие, они нашли эмоциональную отдушину в этом. Это есть опыт и есть желание, самое главное. Дальше. У нас есть вокруг огромное количество людей в виде студентов, в виде там, тех же самых театров и людей, которые хотят своих детей отдать, которые готовы за это дать деньги. как родитель, я готова даже... И которые поучаствуют в этом. Единственное, нам нужно их вот сюда, вовнутрь привлечь. Даже не самих актеров. У меня ребенок очень замкнутый, но она очень, когда коллективом работает, она работает. Но на одиночку она очень боится толпы и может замкнуться. Я, например, очень хочу ее вот такую вещь, я готова честно заплатить, потому что мы платили деньги, но я результата за год не увидела никакого. Я готова заплатить, возить, но чтобы этот результат, чтобы она раскрылась, она смогла в школе, у нее пошел потенциал, потому что потенциал есть у ребенка, но она боится, но когда она работает с коллективом, она готова работать. Я думаю, представлять не надо, все уже о нем знают, наши экологи, агрономы уже озвучили свою идею о том, что они хотят сделать. Значит, наш проект «Шишка», скажу вам о том, какими ресурсами мы обладаем. Во-первых, персонал. С персоналом проблем, получается, вообще никаких нет, потому что специалисты есть, привлекаем школьников для профориентации, и, конечно, административное управление, что полная координация, да? Дальше. Материальные ресурсы. Какие нам нужны материальные ресурсы? Это помещение, конечно же, и посевные площади, где мы свои саженцы будем в дальнейшем выращивать. Это теплицы. На территории образовательных учреждений. Так, но для этого нам потребуются инвестиции и субсидии. Инвестиции можно привлечь, точнее субсидии нам могут дать Минприроды, Минсельхоз. Можно туда добавить частично собственные средства, это даже готовы сделать, и гранты администрации. Партнерами в данном проекте могут выступать различные министерства, связанные по этой тематике, также лесозаготовительные организации, в первую очередь, потому что это их основная задача. Вы срубили, вы посадите. Так, конечно же, никакой проект невозможен без пиара. Мы должны разработать свою легенду, которой у нас на данный момент нет, но это не проблема. Сейчас вы все знаете, что существует куча компаний, которые могут создать вам любой бренд, какой вы только захотите. Существуют социальные сети, в которых можно рассказать о себе, рассказать, что мы предлагаем, как мы можем это доставить, все что угодно. Любую информацию сейчас мы можем узнать в социальных сетях и в средствах массовой информации. Так,
Ну и потребители, конечно, нашего рынка потребителей данных товаров мы разделили на два вида. То есть существует внутренний рынок, то есть это территория республики, и внешний рынок. Это как бы не только Россия, я так поняла, но можно это продавать и в другие страны, да? Вот. Поэтому потребителей данного продукта тоже очень много. В принципе, для реализации данного проекта практически все есть. Единственное, что нам требуется, этого у нас нет, но это нам требуется, это земля, сырье, вот эти вот семена, так называемые, да, оборудование, ну и в принципе нужен нам бренд. Все остальное у нас есть вот здесь и сейчас. Оборудование какое? Душевные установки, Да. теплицы. Теплицы. Дорогое или как бы? Максимальная стоимость. Максимально 5 миллионов, минимально 400. А в случае отсутствия поддержки со стороны государства, жизнеспособный Она год существует. уже есть. Точно есть. Нет, Это уже есть вот- грант какой-то